Они всегда идут первыми и могут пешком преодолеть большие расстояния при амуниции весом до 60 килограммов. Разведчики отлично знают военную топографию и умело маскируются под местность. Их задача – остаться незамеченными и выполнить приказ. При всем при этом на всю спецоперацию выделяется совсем мало времени. А чтобы успешно выполнить задачу, надо думать как противник и действовать как противник. Опыт боевых столкновений показал, что нужно изучать тактику действий, говорят специалисты. В лесу очень хорошо идут звуки. Когда мы же знаете, какое село идем, что Охолщение, что Гума. Мы когда приходили, они даже нас не ждали. Ни разу не было, чтобы вот нас засада какая-то встретила. Всегда нас не ждали, потому что тихо, всегда бесшумно. У нас и группа называлась «Тишина». Всему прислушивались, сами не шумели. И после себя никогда ничего мусор не оставляли, ни пачки сигарет, ни тушенки, все в рюкзак назад. Потому что мы могли уйти, когда возвращаемся, чтобы вот это после нас грузины. После грузинов мы находили их там отпачкать сигарет, тушенки, где они ветки сложили. Закихабон, потом уже мы знали, что нас уже там на этой тропе ждут. История абхазской разведки началась в 1993 году. Сначала создавались отдельные разведывательные формирования. Информация о противнике была жизненно необходима. 8 июня того же года отдел разведки и контрразведки был преобразован в управление военной разведки при Министерстве обороны Абхазии. Данное подразделение, оно в своем составе имело более 100 человек. В нашем подразделении более 50% это были лица, которые пришли добровольцами в нашу страну в тот период времени. И мы набирали, конечно же, самых подготовленных. Это спецназовцев, которые имели опыт службы в горячих точках. И благодаря тем сведениям, которые собирало разведывательное управление или, скажем, те подразделения, как такие разведывательно-диверсионные группы, которые были у нас, они ходили в тыл противника, проводили диверсии. Откровенно говоря, вот фактически и в город Сухум проходили, и дальше в Гульрипский район. И мы в целом имели ту информацию, которая необходима была для планирования операции. Первым начальником и основателем управления был кандидат юридических наук, в прошлом преподаватель Академии МВД России, герой Абхазии, полковник Эдуард Ажиба. Он погиб в июльской наступательной операции 1993 года. Каждый год разведчики, ветераны Отечественной войны народа Абхазии вспоминают своих боевых товарищей, возлагают цветы к мемориалу славы в Сухуме. Ни для кого не секрет, что в любом государстве военная разведка играет очень важную роль. Опираясь на опыт военных лет, и сегодня в Абхазии готовят достойных и надежных офицеров разведки. Сегодня готовят и в нашем военном училище. Кроме того, есть российские военные учебные заведения, где готовят разведчиков. Я сейчас о численном составе не буду говорить, но могу сказать, что абхазские вооруженные силы имеют очень хорошее разведывательное подразделение. Они скрывают свои лица, особенно когда их снимают на камеру. Мечтать о боевой славе сотрудникам разведывательных служб не приходится. Обычно все их подвиги остаются под грифом «секретно». Сима Аргун, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.